В этом мире все, что нас окружает, считается нашим уделом, риском. Даже то, что мы сейчас здесь сидим, тоже удел. Дождь, который идет, листья, которые падают, все это наш удел. И рай тоже удел. Удел – это не только деньги и еда. На самом деле, твоя жена, твой ребенок, родители, братья и сестры, друг, сосед – все это тоже удел. Твой дом, твоя машина, даже смерть тоже является уделом. Получать знания и поступать согласно этим знаниям тоже считается уделом. Все взаимосвязано. Удел ищет человека так же, как человека ищет смерть. Ты не умрешь, пока не получишь свой удел полностью. Значит, после того, как удел уже предписан, нет пользы чрезмерно суетиться и метаться по этому поводу. Некоторые люди могут думать, что в каком-то деле получат больше выгоды, но человек все равно возьмет только то, что написано ему на лбу. И тот, кто убегает, полагается на Бога. И тот, кто догоняет, тоже. Человек предполагает, а Бог располагает. Вера кыргызов прекрасна. Мы пришли к религии через такие прекрасные слова. Наши обычаи, пословицы и поговорки ни в чем не противоречат исламу. Каждое слово сказано точно. Например, говорят, не тому, кто бегает, а тому, кому суждено. Кто-то может заявлять, я обязательно женюсь на этой девушке. Но если эта девушка удел другого, как бы он ни старался, она не будет его женой. Она ускользнет даже из рук. На столе может стоять сколько угодно еды, но если она не предназначена тебе как риск, ты можешь так и не попробовать ее. А иногда бывает наоборот. Мама или кто-то из близких приезжает из Дубая и привозит тебе дубайский шоколад. Ты в Бишкеке никак не мог его купить и попробовать. Но по воле Аллаха все же съел его через маму. Люди никогда не получат свой удел меньше предписанного. Например, вы все работаете, договариваетесь с кем-то на одну сумму, но в итоге получаете меньше. В этом случае не нужно ругаться и ссориться из-за этого. Надо быть довольным тем, что досталось, а остальное оставить на Аллаха. Человек, который проявляет благодарность, терпение и упование на Аллаха, обязательно достигнет успеха. А коучи называют это стараться, ставить цель и работать над ней. А я говорю, нет. Как бы человек ни старался, он все равно получит только то, что ему предписано. В мире духов был спор между пророком Мусой и Адамом. Муса, мир ему, сказал нашему отцу Адаму, «Разве ты не мог просто не есть то яблоко?» Тогда Адам, мир ему, сказал, «О Муса, кто ты? Я пророк Аллаха, тот, кто говорит словом Аллаха. Вы ведь знаете, нет никого более знающего, чем Муса, мир ему». Когда кто-то пришел и спросил, «Есть ли кто-то более знающий, чем ты?» Он ответил, «Нет, я самый знающий». По адабу следовало сказать, «Аллах знает лучше», но он сказал «Я», и Аллах подверг его испытанию. Вы знаете об этом из суры Кахф. И тогда Адам, мир ему, сказал Мусе, мир ему, «О Муса, ты пророк, который говорил с Аллахом напрямую. Скажи мне, когда Аллах писал предопределение, существовал ли я? Нет, тебя еще не было. Значит, я здесь слаб. Аллах всемогущ и вечен. Посмотрите, Аллах знает, что будет, что было и как будет. Своим великим знанием Аллах написал предопределение. Мы должны уметь оставлять итог Аллаху. У кыргызов есть выражение «Я оставил это Аллаху». Это не угроза и не проклинание. Это значит, что итог знает только Аллах. Если мы оставим итог Аллаху, в этом будет большая благодать. Если рассказать историю пророков, пророк Нух, мир ему, перед тем, как умереть, говорил с ангелом смерти.
«Азраил, когда будешь забирать мою душу, предупреди меня заранее». Ангел смерти согласился. И однажды Азраил вдруг оказался рядом. Нух, мир ему, испугался. Азраил сказал: «Время пришло». Нух, мир ему, возмутился: «Разве я не просил тебя предупредить заранее?» На что Азраил ответил: «Я каждый день посылал тебе посланника». «Какого посланника? Посмотри, твои волосы поседели? Ты перестал догонять ребенка, когда он убегает? Твоя палка разве не стала тебе твоим другом?» На все он ответил: «Да, все это было для тебя знамением», — сказал ангел смерти. Тогда Нух, мир ему, задал вопрос: «Тогда почему ты не забираешь мою душу прямо сейчас?» Азраил ответил: «Сейчас у тебя остался один удел, одна капля воды. Как только она будет дана, я заберу твою душу». И когда с неба упала капля дождя и попала ему в рот, его душу забрали. Некоторые прыгают с 12-го этажа, чтобы умереть, но все равно не умирают. Их удел еще не завершен. Аллах хотел дать им хороший удел, но человек прыгает, режет себя, душит себя и в итоге получает свой удел, лежа на инвалидной кровати. Надо было жить правильно. Такова наша исламская вера. Жизнь нужно проживать, стоя на ногах, в движении. Издревле наши предки просили: «О Аллах, забери мою душу там, где я бегаю и двигаюсь». Это и дуа нашего пророка, алейхиссаляту вассалям. Поэтому наш шариат не против лечения, даже одобряет принимать витамины для улучшения здоровья. Я хочу сказать вот что. Жизнь человека – это доверенный аманат от Аллаха. И удел тоже аманат. Когда я говорю, что смерть тоже удел, вы, наверное, немного задумались, как это? Но и мучения на смертном одре, и то, насколько они будут сильны, тоже является уделом. Если говорить о том, кто спасется от мучений при смерти, запомните, спасется человек, который никому не желал зла. Спасется тот, кто постоянно давал милостыню из дозволенного удела. И спасется тот, кто много разговаривал с Аллахом. А путь разговора с Аллахом – это Коран. Такие 3 человека спасутся от сакаратуль-маут, от мучений смерти. Смерть – это отдельное мучение. У имама Аль-Газали, да помилует его Аллах, есть прекрасная история в старой тюркской книге «Кьямат ан-Наама». Там Азраил рассказал нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о том, как выходит душа. Среди твоей общины мы будем забирать душу некоторых людей с такой болью, будто его живьем 700 раз ударили мечом. Представьте. Аллаху Акбар. Поэтому нужно просить у Аллаха легкую смерть. Например, в моем уделе есть то, что я сейчас говорю сухбат. Если кто-то другой услышит и получит наставление, это тоже мой удел. Субханаллах. А если кто-то не послушает, это тоже мой удел. То, что Аллах делает чьи-то слова принятыми для другого человека и дает любовь, тоже удел. Вся твоя внешность – удел. Даже твои 4 волоска бороды – это удел. Если у вас выпадают волосы, не делайте пересадку. Выпадение волос – тоже удел. Аллах дает внешность каждому из нас. Не нужно ее менять. Изменять внешность противоречит шариату Аллаха. Ухаживать за тем, что есть, например, чуть-чуть подкрасить глаза хной, это ничего. Но резать, добавлять, подтягивать, делать пластические операции не нужно. Недавно был один случай. Китайский миллионер женился на красивой девушке, радовался, а ребенок родился не таким, и он подал на жену в суд с обвинением в обмане. Сейчас мы все живем во времена обмана. Меня удивляет вот что. Многие, когда строят забор, делают снаружи очень красиво, чтобы люди восхищались, а внутри бардак, все стало показухой. Когда люди начинают делать все на показ и ради довольства людей, приходит наказание Аллаха. Аллах не смотрит на нашу внешность и богатство.
99% из 100 думают о мирском, и из-за этого впадают в стресс и депрессию. Даже если эта мечеть будет полностью наполнена золотом, это не стоит даже одной тревоги твоего сердца. Поверьте, это не стоит даже гибели одной клетки. Например, среди вас есть очень состоятельные, у которых много денег, машин, домов, жен. Но они не могут радоваться этому, потому что у них нет здоровья. Например, некоторые всю жизнь строят дом, имеют детей, женят их, но уже не получают удовольствия ни от чего, потому что если нет здоровья, ничто не имеет ценности. Даже самому себе становишься не в радость. У всего есть свое время, нужно вовремя ценить. И то, о чем ты должен действительно сожалеть, это то, что ты не читаешь намаз, который обязал Всевышний Аллах. Скоро священный месяц Рамадан, и будет печально, если не постишься и не даешь закат из своего богатства. Порванную одежду можно зашить, голодный живот насытить. Потерянный авторитет вернется. В этом мире все может вернуться на свое место. Если сегодня ты самый лучший, завтра будет кто-то лучше тебя. Если сегодня ты самый плохой, завтра ты можешь стать самым хорошим. В этом мире ничто не вечно. Но если ты не делаешь те деяния, которые спасут тебя завтра, это твоя самая большая потеря. Смерть – это начало жизни. Значит, подумайте сами, к какому пути готовиться? К вечному или к временному? Этот мир приходящий, поэтому не переживайте слишком сильно о мирских делах. Удел – это то, что будет гнаться за тобой. Однажды один человек сказал мне: «Я смотрел на вас и думал, что он все время несет, и даже по-арабски не говорит. Но однажды я услышал, как вы сказали, то, что должно прийти к тебе, обязательно придет. И я возненавидел вас еще больше. Если не стараться, откуда оно придет, думал я. Я говорил, муллы испортят весь народ. А теперь вот стою перед вами и прошу прощения. Я думал, мне уже больше 60 лет. Я так и проживу свою жизнь. Но вы сказали, удача приходит к каждому по-разному, разными путями и в разном возрасте. И Аллах дал мне удачу. Мой внук, который болел, выздоровел. И теперь я получаю уважение и благодать через этого внука. Оказывается, Аллах должен был накормить меня моим уделом в 60 лет, говорит он. Поэтому я не зря сказал, тот, кто не думает плохо о других, спасется от мучений смерти. Права людей иногда становятся выше прав Аллаха, потому что Аллах милостивый и прощающий. Он прощает своих рабов, но человек человека не прощает.